Добрый день, друзья! Сегодня у меня для вас очень хорошие новости. Наконец-то видимая забота о мигрантах. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как биржа труда мигрантов поможет таджикистанцам улететь в Россию. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Таджикистане появилась биржа труда, которая будет содействовать трудоустройству мигрантов в России. Организованный набор трудовых мигрантов позволит избежать обмана и неисполнения условий договора. Недавно созданная при Таджикской Федерации независимых профсоюзов биржа труда мигрантов займется набором граждан республики для работы в России. Об этом журналистам рассказал директор организации Юлдош Эшов. Это позволит избежать обмана и неисполнения условий договора как со стороны мигрантов, так и со стороны российских работодателей, отметил он. По словам Эшова, для работы в Российскую Федерацию будут набирать группы по 50 человек. Таджикистанцев сопроводит представитель биржи, специалист проконтролирует их обеспечение условиями труда и проживания. Как вы относитесь к такой инициативе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Директор организации добавил, что несмотря на недавнее открытие, биржа уже подписала соглашение о сотрудничестве с несколькими компаниями в Московской, Тамбовской, Краснодарской и Иркутской областях. Очень многие желающие выехать на работу уже обращаются к нам, подчеркнул Эшов. Единственной проблемой, с которой на данный момент столкнулась биржа труда мигрантов, стало приобретение авиабилетов, добавил директор. Напомним, что о начале работы организации стало известно 20 мая. Основная цель создания биржи заключается в трудоустройстве граждан Таджикистана внутри страны и за ее пределами. Сотрудники организации помогут мигрантам защитить экономические интересы, а также найти рабочие места. Координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грек выразил опасение, что это станет еще одной теневой схемой. «Будешь платить мне, не будет проблем», – произнес он, прогнозируя логику работодателей. Вы бы доверились этой организации? И как вы думаете, какие ее перспективы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!